вечер. 4 ноября, 616-й день аннексии Крыма. В эфире «Заман». Президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook заявил, обыски у известной крымско-татарской журналистки Лили Буджуровой, а также сотрудников канала АТР, очередное нарушение прав человека на полуострове и еще одна попытка мести нашим гражданам, которые хранят свое достоинство и не воспринимают оккупацию Крыма. 2 ноября в Крыму начались обыски в домах бывших сотрудников крымско-татарского телеканала АТР Лили Буджуровой, Эльзары Ислямовой и родственников учредителя телеканала АТР Ленура Ислямова. Республиканская власть будет вести диалог с кредиторами SimCity Trans, с которыми Ислямов задолжал более 1,5 миллиарда рублей, заявил вице-премьер российской администрации Крыма Руслан Бальбек. Власти обязательно вступят в диалог с кредиторами, чтобы дать возможность коллективу работать в штатном режиме. Глава российской администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на предприятии Ислямова может измениться владелец, но перевозчик продолжит работу, сохранив весь трудовой коллектив и паспорта маршрутов. Дальнейшие проблемы с Ленуром Ислямовым прогнозирует и первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джилял. Для Ленура Ислямова, для его бизнеса, для его имущества будет продолжение, как и для всех тех, кто, как и он, осуществляет действия, расходящиеся с тем, как видит крымская власть, российская власть, дозволенное поведение сегодня в Крыму или в отношении Крыма. Сама блокада не ставила задачи осуществлять некий голод. Задача ставилась с тем, чтобы прекратить вот ту серую или черную, контрабандную, коррупционную торговлю с Крымом. Ведь она осуществлялась даже не с Крымом, а транзитом через Крым, с Краснодарским краем, с материковой Россией. Курировали эти схемы в Крыму люди из руководства Крыма. Люди, которые сегодня инициировали в отношении участников блокады подобные жесткие действия. Сегодня 1,5 месяца гражданской блокады Крыма. В Верховной Раде депутаты обсуждали возможность отмены закона о свободной экономической зоне Крым. Почему этого до сих пор не произошло, в материале Эльвины Сидбулаевой. Правительство Украины должно перекрыть электроснабжение в Крым. Только так можно остановить репрессии против крымских татар и других украинских граждан. Об этом заявил с трибуны Верховной Рады народный депутат и лидер Меджлиса Рифат Чубаров. Ми вимагаємо, щоб уряд хоча б на 2-3 дні, але не менше, зупинив постачання електроенергії. Для того, щоб ті маріонетки, які поставлені Кремлем, щоб вони опинилися хоча б в якійсь ситуації, хай воно і менше жахливе, ніж кримські татари там опинилися, але щоб вони до того, щоб йти і бити двері кримських татар, відкривати ногами цими солдатами в масках, щоб вони знали, що вони будуть в якійсь мірі покарані. Для того, чтобы отключить электроснабжение полуострова, нужно политическое решение, говорят его соратники по фракции. В блоке Петра Порошенко все еще немало сторонников торговли с аннексированным полуостровом. Отмена законопроекта о свободной экономической торговле с Крымом, по сути, де-факто означает, что мы отказались от этой территории. Поэтому здесь нужно искать какие-то другие политические конструкции, еще раз говорю, для того, чтобы с одной стороны, усилить там то давление, которое там, и обозначить те позиции, которые есть по крымским татарам, да, там, и те притеснения и репрессии по отношению к ним. С другой стороны, я еще раз говорю, что на этой территории живет наше население, живут граждане Украины, которых мы хотим вернуть. Затягивание отмены закона о свободной экономической зоне Крым некоторые члены коалиции объясняют неготовностью нового законопроекта, который урегулирует взаимоотношения с оккупированной территорией. Ми зараз в «Самопомочі» готуємо до реєстрації законопроект про економічну, політичну ізоляцію усіх окупованих територій, як окупованої частини Донбасу, так і Криму. Припинити будь-які політичні, адміністративні і інші відносини. Ми хочемо, щоб це було закріплено законом, щоб припинилася торгівля, припинився бізнес на крові по великому рахунку і бізнес на зраді. В «Батьківщине» оправдывают свободную экономическую зону Крым защитой предпринимателей, оставшихся на полуострове. Однако ответственность за закон возлагают на правительство.
Але якщо є загроза національним інтересам, уряд в рамках цього закону має право зупинити прямо дію тих норм, які безпосередньо пов'язані з вільною економічною зоною. Чому цього не робиться? Ну, це питання до уряду. Лидеры Меджлиса считают, что Кремль уже ощутил последствия блокады. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Член пророссийского общественного движения «Крым» Мурат Языджиев предложил крымским татарам считать себя русскими и гордиться этим. В своем заявлении он написал: в этих условиях идея национальной государственности теряет смысл, и актуальной становится новая, способная объединить вокруг себя всех крымских татар, проживающих в Крыму. 4 года назад Языджиев осуждал действия активистов, которые пытались создать негативную репутацию Мустафе Джемилеву и Рифату Чубарову. Почти 4 миллиона украинцев могут остаться без работы из-за новых миграционных правил пребывания в России. Об этом заявил сопредседатель общественного объединения «Украинцы Москвы» Виктор Гижов. Ранее украинцам не было необходимости выезжать за пределы России на 3 месяца. Это заставит их уехать из страны. Гижов считает, таким образом нарушаются права украинцев в России. Украинские правозащитники проведут акцию ко дню рождения украинского политзаключенного Геннадия Афанасьева. Его осудили на 7 лет, обвинив в террористической деятельности. По тому же делу осуждены режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко. В это воскресенье Афанасьеву исполнится 25 лет, которые он встретит в колонии строгого режима в Сыктывкаре. Общественные активисты призывают украинцев прийти 8 ноября на Софиевскую площадь в Киеве и написать письмо со словами поддержки политзаключенному. Мы бы хотели призвать всех неравнодушных прийти вместе с нами и отпраздновать его день рождения, даже несмотря на эти грустные обстоятельства, сделать этот день немного более праздничным и торжественным для того, чтобы впоследствии всю поддержку в виде каких-то открыток или писем или подарков передать непосредственно в Республику Коми, в колонию, в которой сейчас находится Геннадий. В Крыму стоимость интернета может подняться до 1600 рублей в месяц. Об этом сообщил президент Ассоциации развития отрасли связи и телерадиовещания Крыма Сергей Шило. Стоимость аренды от использования опор Крымэнерго в сельской местности превышает доход оператора, отметил он. В городах же ситуация несколько иная. Однако Шило считает, что если не поднять цену, то оператор не сможет выйти из данной ситуации. После аннексии Крыма станция в Новоалексеевке – конечный пункт, куда могут добраться поездом пассажиры, направляющиеся в Крым. Устраивают ли их условия на вокзале, выясняли наши корреспонденты. Вот так переходят через рельсы пассажиры, приехавшие в Новоалексеевку. А вот этой женщине помогают другие пассажиры. Они, кроме своих чемоданов, тянут и других. Плохие условия. Переходы вы нормальные сделали. Неудобно. Конечно, неудобно. Кому удобно? Мы хотим, чтобы к нам поезда ходили. Чтобы этого вообще ничего не было. С тех пор, как станция стала конечной, единственный выход для пассажиров – вот так по рельсам или 500 метров с тяжелыми сумками идти к мосту. Незручно. Вещи важкі, їду до сина на Вінницю, а проходу нема. А розсоедините поїзда і все. Лестницы такие неважные. Хотя бы что-нибудь такое. Вот сейчас лед будет, например, там ходить невозможно будет. А так же не пройдешь, так все равно там поезда стоят. Или обходить надо, или ничего. Неудобно не только пассажирам, но и местным жителям. Чтобы перейти на другую сторону поселка и попасть в аптеку, Лариса Васильевна ежедневно преодолевает препятствия на своем пути. Но это удобно, конечно, вот вам или еще моложе. А нам вот уже 70-80 лет. Нам это идти неудобно. Тут стало, там отдыхать. Пассажиры жалуются, удобств никаких. В радиусе 2 километров один туалет, и тот на улице. Туалет, вот, посмотрите, вот туалет. Вот, он неблагоустроенный. Вот. В вокзале нету нигде. Удобства нету никакого. Все люди приходят и на коленях просят с детками, вот. Приходят и просят: бабушка, ну дайте хоть в беседке или в сарае, чтобы мы не побыли в вокзале целые сутки или целый день, когда прибывают люди из этого Крыма.
Вот уже год, как станция стала конечной. По словам местных чиновников, она не была готова к такому потоку пассажиров, но планирует к весне все сделать, если Укрзалезнице выделят деньги. Вырыли котлован, сейчас будет новый туалет строиться. Вот. Значит, также готовится комната матери и ребенка. Будет в ближайшее время, я думаю, что до конца года ее запустят. Эти все заявки есть в дороге железной, ну, Примеровской, вот, и они, это у них есть в планах, но за год они не успели так быстро перестроиться, чтобы все сделать за короткое время. Я думаю, что еще полгода до весны это все будет сделано. То есть в планах это все есть делать. Только, к сожалению, это не наш бюджет Поссовета, это будет бюджет, державный бюджет за кошты Укрзалезницы делаться. Пока чиновники разбираются и планируют, люди продолжают ходить по рельсам. Лилия Зенедин, Наталка Калинка, Алим Абдулхаиров, Асан Иминов, Заман, АТР. Дровами и продуктами питания участников блокады продолжают обеспечивать волонтеры со всей Украины. Свою помощь оказывают и крымчане, однако просят себя не называть, опасаются преследований на полуострове. Сегодня в штаб гражданской блокады наведались и наблюдатели миссии ОБСЕ. Чем они интересовались и что им рассказали инициаторы акции, знают наши корреспонденты. Представители ОБСЕ приехали на блокаду в Чонгар. Пообщались с организаторами акции, но отказались говорить с журналистами. Детали встречи раскрыл замкомандира штаба гражданской блокады Крыма Изет Гданов. Мы, в свою очередь, как организаторы блокады, сообщили о том, что на территории Крыма проводятся незаконные обыски в домах журналистов, бывших работников телеканалов АТР и Ляле и Радио Мейдан, у родственников руководителя штаба, Центрального штаба гражданской блокады Крыма. Мы подчеркнули то, что оккупационная власть Крыма не соблюдает нормы международного законодательства, более того, не соблюдает даже свои законы, которые есть на территории Российской Федерации. Вот. В свою очередь мониторинговая группа доложит эту ситуацию всем странам. Это 57 стран, которые входят в мониторинговую группу ОБСЕ. К сожалению, они не имеют возможности посетить автономную республику. Оккупационные власти им не дают этой возможности посетить, ввиду того, что они своими глазами увидят тут беспредел, который чинится в Крыму. То есть самые близко они могут подъехать непосредственно вот до наших пунктов пропуска, административной границы с автономной республикой. Фуру дров привезли крымские татары из Мелитополя. Имена свои не называют и лица не показывают. Комендант штаба Делеверсий Тумеров рассказывает, если не будет морозов, этих дров должно хватить на месяц. Тут как минимум 32 куба. Но тут дрова дуб, акация, так что она будет и долго, и надольше хватит. Привезли с Мелитополя, Мелитопольского района, от крымских татар, проживающих в этом районе, в Запорожской области. Они проявили инициативу, собрали деньги, загрузили дрова и привезли. Мы ж думали, прошлые, когда привозили, думаю, на месяц хотя бы хватит, на 2 недели даже не хватило. Люди прибывают, так что дрова как порох. Но эти из Днепра обещали уже, едет машина, с Харькова едет машина. Так что насчет дров, я думаю, что мы будем обеспечены. Участников блокады продолжают обеспечивать и продуктами питания. Сегодня человек, который решил остаться неизвестным, привез из Киева 4 бараньи туши и несколько мешков овощей. Продолжают завозить продукты и крымчане, которые едут домой на полуостров. Вот нам сегодня наши ребята, крымские татары, привезли мясо. Молодое, хорошее мясо, барашки по 8-10 месяцев, где-то по 30-35 килограмм. Сколько лет мясом занимался, таких баранов красивых еще и не видел, крупных, именно молодых. Саунус, кто нас поддерживает, помогает. Повара пообещали на ужин сварить шурпу и накормить всех участников блокады. Алим Абдулхаиров, Шевкет Наматулаев, Асан Иминов, Заман, АТР. В
Симферопольском доме художника открылась выставка работ Кязима Иминова «Прерванный путь». В экспозиции представлено 59 работ. Это пейзажи и портреты, написанные художником в разные годы, а также репродукции картин Иминова, оригиналы которых хранятся в Узбекистане и в частных коллекциях. Кязим Иминов – живописец. Основным жанром творчества является пейзаж. В Крыму с наследием художника не знакомы. В Республиканском крымско-татарском музее искусств нет ни одного произведения этого художника. Российский певец Стас Борецкий сжег свой автомобиль марки BMW в поддержку отечественного автопроизводителя. Борецкий облил авто бензином, после чего достал из кошелька купюру евро и со словами «Я против всего западного» поджег банкноту и уже ею само авто. После Борецкий уехал с места пожара на «Жигулях». Я сделал это все, потому что я так решил, и я это сделал. За слова надо отвечать. Я ответил за свои слова. Я сказал, что сожгу БМВ. Я его сжег. Все. На этом пока все. После новостей смотрите «Крымский вопрос». В гостях у Айдера Муждабаева, председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Оставайтесь с нами.